Испытано на себе. Ночь перед стартом мы провели в окрестностях села Теплый Ключ. Вечером выгрузили все нужные вещи из машин и прицепов, отогнали их на стоянку, накачали лодки, а утро посвятили их настройке и загрузке. Сейчас уже практически обед. Мы собрали обратно лагерь. Получается, что мы в нем переночевали одну ночь. Но, тем не менее, сделали небольшой тест. Здесь у нас идут 3 лодки. Первая — это GT480 Sea Brewer, немного модифицированная. Думаю, хозяин лодки потом нам об этом поподробнее расскажет. У него установлен мотор Yamaha 50, двухтактный. Здесь моя лодка Sherpa 500 с мотором. Там колпак от 60-го, но на самом деле там внутри литровый полтинник Mercury. И экспериментальная лодка Sherpa 430 с мотором Yamaha 40. То есть тут у нас получается 2 лодки, которые в качестве эксперимента будут потом доведены, да, все плюсы и минусы производителям, и они будут решать уже, как модифицировать свои продукты, да, то есть свои лодки. Ну, то есть достаточно полезная у нас будет поездка во всех отношениях. Сегодняшний план у нас добраться к вечеру еще до одного места, установить там лагерь. По пути мы будем смотреть на красоты Тампонского района. Ну и, конечно, рассказывать, делиться с вами нашими ощущениями и приключениями. Загрузка лодок по традиции у нас была достаточно высокая. Учитывая продолжительность поездки и, возможно, низкие температурные режимы погоды, вещей у нас было под завязку. Как вы можете видеть, моя лодка была забита доверху, учитывая то, что эта модель имеет очень объемный кокпит и вещей туда можно положить предостаточно. Несмотря на это, ближе к трансу мы оставили достаточно места, чтобы разместиться вдвоем. Хотелось бы поподробнее остановиться на моторе. Это литровый Mercury на 50 лошадиных сил с длинным румпелем. Именно румпель был решающим в выборе этого мотора. Изначально мы планировали выезд на 2 лодках, и Евгений должен был идти именно на этом моторе с длинным румпелем. Но, как вы помните, короткая экспериментальная Шерпа пришла в день нашего отъезда, и мы не могли не взять ее с собой. Как итог, я оказался в своей лодке, но с чужим мотором. За счет своего большего веса он имеет гидропомощника. Это система, которая помогает поднимать мотор, а также может его фиксировать в любом из положений. Еще один нюанс этого мотора: он был недавно приобретен с рук и имел интересную систему запуска. Конечно, система. В общем и целом, по тяговитости мотор мне понравился, но незнакомая мне система гидропомощника еще даст о себе знать. Но обо всем по порядку.
Как ведет себя собака, когда хозяин находится в другой лодке? Вот примерно так. Беспокоится и заставляет беспокоиться нас. После того, как он чуть не спрыгнул с лодки, Дмитрий взял его на короткий поводок. Тихо. Он вообще беспокойный. Здесь я не ной, не ной. Сиди, все, сиди, Трик. Вообще... Отвязываем, да? А? Отвязать? Не надо. Все, хорошо. Он вообще чуть 2 раза с носа не сидит. Тихо, сиди, сиди. Так, он сиди, тут ходит. Стой, я отпусти. Да, стой. Отпускать будешь? О, да. Ты что-то зябко? Зябко что-то становится. Да, прохладнее стало. Действительно, мы приближались к горам, и температура воздуха тут была заметно ниже. Но погода нас все еще баловала, не было осадков или сильного ветра. Наш путь проходил по реке Восточная Хандыга. Нас окружал уже осенний пейзаж. Несмотря на то, что было начало сентября, в окраске деревьев уже преобладали желтые оттенки. Короткое лето в этих местах уже закончилось.
притоку Восточной Хандыки, река Сакырыр. Посмотрите, какая чистая бирюзовая вода. Если до этого момента наша поездка придерживалась какого-либо плана, то здесь, по моей вине, от плана мы немного отошли. Друзья, ну мы, в общем, не совсем доехали до точки назначения. Прошли полпути. Хотели поснимать на дрон. И так уж получилось, что дрон у меня работает с телефоном, в котором симка МТС. МТС в теплом ключе не ловит. И я почему-то взял и как-то очень быстро, когда вытаскивали вещи, оставил его в машине. Вот, поэтому сейчас ситуация такая, что, скорее всего, мы, возможно, здесь переночуем, в этой местности. Это такая вот избушка. Вот, ну и Евгений поехал обратно в теплый ключ, чтобы из машины достать телефон. Вот, я, конечно, переживаю, чувствую себя таким, виноватым за вот такую небольшую задержку. Но в целом у нас по топливу вроде как есть запас и по времени тоже. Поэтому ничего страшного. Сейчас готовим ужин и ждем Евгения. Искры у тебя. Что-то ветер-то поменялся. Скамейку не перенести. Друзья, есть небольшой лайфхак. Чтобы не плакать от лука, нужно стать по ветру около костра. И тогда непонятно, от чего у вас слезы. То ли от лука, то ли от костра. Друзья, вы не туда смотрите. Повернитесь назад и посмотрите на эту красоту. Дело скоро будет близиться к вечеру. Но вот такие вот моменты особенно ценишь. Мы сейчас находимся на притоке реки Восточная Хандыга, река Сакырыр. Вот, обратите внимание, ее бассейн. Красота. Осень уже берет свои краски, красит деревья, желтоватый оттенок. И вот, скорее всего, вот это самое такое живописное время года. Вот именно вот сейчас и чуть-чуть попозже, наверное, когда все деревья, они будут играть разными красками. Желтыми, зелеными, красными. Тут уже в целом по ночам достаточно холодно, прохладно. Вот, ну, сильных заморозков еще не было. Вода кристально чистая. То есть в Восточной Хандыге, если была такая немножко с песком, такая мутноватая немного вода, то мы, допустим, поднимались когда сюда, когда зашли в этот приток, просто чистейшая лазурная вода, лазурного цвета. И глубина непонятно, сколько глубина под тобой. То есть кажется, что мелко, но на самом деле, скорее всего, там где-то около 4, может быть, даже 5 метров.
Так. Это какого он роста? Ну, сами думайте. Ничего себе. Ну, кора же сама не отвалится. Ну, это он... Даже не кора, это. А что он... Ну, он чё- Он хребтину Там чесал. нужно заморать. А, чесал хребтину об это дерево? Да, он хребтину об дерево. Причем не один раз, а Ну, несколько раз. У них, Ничего себе. у них же есть одно дерево, куда они постоянно приходят чесаться. И вот тут он чесал свой хребет. Вот. Шерсть. А, видно, да? Да, есть. А, значит, приходил. Ну, уже, видимо, редко приходит. Может, другой приходит. Потому- Не, ну у того же шерсть могла остаться. А вон, видно, вот черный волос. Вот. Как у пса. Тоже? Не, я не видел. Ну-ка, Петя, Санька. Уровень. У тебя рост 1,80 м, да? Да, ну, 172. Ну, выше, хребет выше тебя. Махина такая, да? Сегодня у нас первый день нашего водного пути. Ну вот по такой небольшой, как бы, моей оплошности, по форс-мажору получилось так, что мы остановились немного в другом месте, не доехали до пункта, до конечной точки. Но, как видите, по прогнозам, да, ну, то есть сегодня в 7 вечера в этой местности должен быть закат, то есть солнце садится. Но в горах все происходит чуть быстрее. Сейчас около 6 вечера, и, как видите, уже солнца не видно, солнце скрылось за горами, которые находятся вот сейчас за моей спиной. Вот. Ну, я думаю, что Евгений и Юрий успеют приехать. Ну, в любом случае успеют. Просто мы не сможем уже двигаться дальше, потому что будут сумерки или совсем полная кромешная тьма. Получается, что Он сордануть не может. что не делается, то к лучшему, да? Да, да. Женя протестировал. Ну сейчас, короче, вот Туннель. везде скорость была почти 40 км в час. То есть вот на этой лодке изменяется уровень туннеля. То есть можно сделать выше, можно ниже, да? Да. Ты его И при пониже этом сделал? еще я доехал, тут сейчас еще литра 2 осталось в баке. На 20. 40 километров я проехал на 22 литрах. Испытано на себе. Утро началось с кофе. Ну а раз привезли телефон, то можно и насладиться красотой осеннего леса и восточной Хандыги с высоты птичьего полета.
Утро в лесу, да еще и на берегу горной реки, в то время, когда природа готовится к долгому зимнему сну, когда воздух прозрачен и чист. Это незабываемые ощущения. Утро водометчика начинается, знаете, с чего? С чего? А? Подкачай лодку. Рик. Нормально? Рик. Скажешь, куда пойдет? Пошло. Качайте, качайте, качайте. Пока свежая смазка не пойдет со шланга, до тех пор качайте. Утро водометчика начинается с проверки давления и подкачки лодки. Нужно учитывать температуру воздуха и воды. Например, вода в реке снизила свою температуру, и у вас в лодке снизилось давление. Но также нужно прокачать масло в водометной насадке. По-хорошему это нужно делать с вечера, но обычно этого правила никто не придерживается. Ну и, конечно, заправить бензин. А в моем случае я еще и поближе познакомился с гидропомощником. Можно его вот этим вот фиксатором в любом положении зафиксировать. Вот. До миллиметра, смотри. Слушай, а если он же падает вниз? Ну, вот если так падает. Нет, вот так сделать, и если ты сейчас, допустим, на камне подлетел, Подлетит. мотор, и он говорит... Обратно фиксируй. вернется. Нет. Попробуй-ка подними. Вот смотри. ЖК, а он же возвращается обратно, мотор, когда падает. Да, возвращается. Короче, вибрацию в плане он у меня не текает. Но не так быстро. Надо отметить, что за ночь вода упала, и лодки оказались на камнях. Но для нашей большой команды это была не проблема.
Мелко очень будет, мелко. Мы добрались до места, где река в долине разбивается на большое количество ручьев. И сходу угадать рукав, по которому можно пройти, очень сложная задача. Поэтому мы встали на стоянку и решили запустить дрон, чтобы понять наверняка, куда нам двигаться.
Руслан, вот есть очень хорошее панорамное место такое, оно культовое, когда гости приходят, все, ну, как бы я гостей поднимаю на это место, здесь открывается обалденная панорама вот на гору, на вот эти горы, которые, и туда подходят где-то минут 40, если там, ну, там и можно с фотоаппарата снять, а с коптера это не столь важно. И вид на озеро открывается другой совершенно по-другому. Там все озеро открыто, и оно вот видно, как вот эта вот махина такая держит вот эта дамба. Вот 21 год, вот долина вся Буор-Хаары и долина Кемюса выгорела. Вот буквально не дошло до озера около километра. Тут все боролись с пожарами, и мне пришлось месяц жить на участке, чтобы отсекать эти все возгорания. Если бы не небеса и дождь не пошел, который пришел с побережья Хабаровского края, то наверняка бы сгорело это, весь лесной массив вокруг озера. Очень жалко бы было. Поэтому вот явления природы, они непредсказуемы в нашей жизни. И очевидно, я видел, как после сухой грозы сразу появляются очаги возгорания на сопках. По 5, по 6 очагов. И после ветра этот пожар двигается с момента, ну, со скоростью бешеной. То есть ты не успеваешь, утром просыпаешься, и уже видно очаги прям визуально. Озеро, которое упомянул Юрий, является горным и называется Джампакюль. Это действительно очень красивое место, и у нас будет возможность познакомиться с ним поближе в одной из следующих частей, посвященных нашей поездке в Восточную Хандагу. Испытано на себе.